Добрый вечер. Телекомпания ТВ Плюс приглашает вас в Италию. Очередной тур итальянской серии А, и Интер на своем поле на Сан-Сиро принимает команду, которая наделала шороху в стартовых турах чемпионата, команду Верона, которая в таблице находится даже выше, чем Интер на данный момент. У Вероны 16 очков после 8 сыгранных матчей, 4-я позиция. У Интера 15 очков и, соответственно, 5-я позиция в чемпионате. Ну, по поводу Мацари в конце прошлого сезона и после того, как стало известно, что он возглавит Интер, мы, в общем-то, с вами мнениями обменивались. Я, честно говоря, не удивлен тому, что Интер уже, в общем-то, ну, можно сказать, о чемпионстве забыл, потому что 10 очков на старте чемпионата потерянные не отыгрываются, тем более у такой Ромы, которая сегодня выступает в чемпионате. Подтянутся, наверное, другие команды, наверное, Ювентус, но вот насчет Интера под конкретно руководством Мацари я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что произойдет какой-то качественный скачок вверх. Но самое главное, конечно, это смена владельца, и об этом вам сегодня обязательно буду подробно рассказывать. С 12 по 15 ноября состоится официальная передача активов Интера и доли 70% семьи Маратти индонезийскому бизнесмену Тахиру. О том, кто это такой, с чем его едят, я вам обязательно расскажу, потому что об этом довольно много прочитал в итальянской прессе за последнее время. Но для начала давайте сосредоточимся все-таки не на Тахире, а на футболе. Итак, с турнирной точки зрения очень любопытный матч. Верона пока что проиграла всего лишь 2 поединка, 5 побед. И великолепный старт команды, которая буквально 7-8 лет назад стояла на грани вылета из профессионального дивизиона. Болталась на грани вылета в зону в любительские лиги. Но, в общем, удалось более-менее спастись и не повторить самый худший сезон в 40-е годы в своей истории, когда Верона действительно вылетала из профессионального футбола в любительские лиги. Андреа Мандорлини, главный тренер Вероны, человек, который вот так здорово подготовил команду к старту. Но на самом деле далеко идущие выводы, конечно, делать не стоит. Всегда в любом чемпионате, в серии А в том числе, есть какой-нибудь выскочка, который в силу недооценки со стороны соперников неплохо начинает. Но весь вопрос в том, насколько хватит команду на длинную дистанцию. Сложная неделя предстоит всем. 3 тура за одну неделю. Напомню, что в ближайшие выходные, так называемый мидвик, Интер, в частности, играет в Бергамо с Аталантой уже во вторник. Ну, поэтому сегодня они играют в субботу. Один матч уже завершился. Как раз-таки Аталанта, которая с Интером сыграет в 10-м туре, проиграла на выезде Самдории со счетом 1-0. Завтра играют Наполи, Торино, Болонья, Ливорно, Катания, Сассуоло, Киево, Фиорентина, Ювентус, Дженуа, Парма, Милан, Удинезе, Рома и Лацио, Кальяри. Жоржиньо, бразилец из Вероны с 5 забитыми мячами, вместе с Паласио из Интера лидирует в споре бомбардиров. Список возглавляет Джузеппе Росси из Фиорентины. Итак, игра началась, и знакомлю вас с составами, в которых играют команды. Больших сюрпризов нет, хотя очевидно, что будет определенный терн-овер, то есть смена отдельных игроков в зависимости от того, кто в какой форме окажется. Так называемый балотаджо, то, что итальянцы таким красивым словом называют, сомнения относительно игрока на той или иной позиции. Так вот, балотаджо был по защитникам. Самуэль или Раноки, но в итоге выбор сделан в пользу Раноки. Состав такой: Карисо в воротах Интера, Джонатан 2-й номер, Роландо 35-й, Нагатома 55-й, Раноки 23-й, Хуан 5-й, 19-й Камбьясо, 13-й Гуарина, 11-й Альварес, 10-й Ковачич и 8-й Паласио. Вальтер Мацари, главный тренер Интера. По-прежнему команда наполнена футболистами из Южной Америки. Аргентина, Бразилия,
Колумбия сегодня представлена в стартовом составе. 7 игроков из Латинской Америки в стартовом составе Интера. Но, впрочем, так и было в предыдущие сезоны, последние, по крайней мере. Первый удар по воротам мимо. Бельфудил, который неплохо проявлял себя в стартовых матчах этого чемпионата, сегодня остался в запасе. Нападающий, который провел хороший сезон в прошлом году в Парме и был приобретен за 7,5 миллионов евро. Пока не является игроком основного состава, так подтягивается, можно сказать, к основе. Ну а Фредди Гуарин, который еще при предыдущем наставнике Стормачони стал одной из ключевых фигур, в общем, продолжает ею оставаться и под руководством Вальтера Мацари. А с командой Верона, наверное, вы знакомы хуже, чем с командами топ уровня. Ну и на самом деле здесь особо никаких выдающихся игроков, кроме Луки Тони, нет. И тоже много игроков из Южной Америки, в частности 4 бразильца в стартовом составе, начиная с вратаря Рафаэля Агустини, 33 номер, Морос 18, Качаторе 29, Майетта 22, Донати 5, 2 Ромуло, но это не тот, который в Спартаке, 6 Рафаэль Мартиньо, 19 Жоржиньо, 9 Тони и Итурбе номер 15. Опыта игры в серии А практически ни у кого нет, за исключением Тони, который очень удачно вписался в основной состав Вероны и исправно забивает 3 мяча уже на его счету. Самый, естественно, опытный, звездный и титулованный игрок Вероны. И наставник Интера Мацари даже перед игрой рассуждал о том, как же вот следует сыграть конкретно против Тони и кто будет за него отвечать, Раноки, Самуэль или кто-то еще. Интер на чужой половине поля. Альварес контролирует мяч, уходит из-под соперника, дважды его обыгрывает. Ну и пора уже нацеленную передачу делать в штрафную площадь. Верона пока привыкает, естественно, вот в этом составе к вызовам, которые бросает команде серии А. И пока все получалось неплохо. По крайней мере, в стартовых матчах. Большое преимущество Интера в начале игры. Гуарин, слишком высокая подача. Мяч пролетает над штрафной и покидает пределы поля. Есть ряд любопытных игроков. Тот же Жоржиньо, 21-летний футболист, который уже 3-й сезон выступает за Верону. Соответственно, вот, пожалуйста, селекция еще одного итальянского клуба, который выискивает молодые интересные таланты в Бразилии. И вот они ключевую роль играют уже в сегодняшней Вероне, которая вернулась после длительного отсутствия в серию А. Никого из игроков Вероны, на которых вам следовало бы обратить внимание, я не назову, ибо их в составе этой весьма скромной по бюджету команде нет. Нарушение правил, штрафной пробьет Интер. Паласио получил по ногам, быстро разыграл Интер этот мяч. Альварес пытается обыграть защитника, и у него не получается. Пожалуй, что имеет смысл обратить внимание на аргентинца Хуана Итурбе, нападающего Вероны. Футболист, который провел некоторое время в Порто, а Порто толк в игроках знает и кого попало не приобретает. Наверное, один из лучших в мире по селекции клуб. У Итурбе 15 номер, и он вместе с Жоржиньо, лучшим бомбардиром команды, на данный момент располагается в линии атаки. Ну так, под Тони. Вообще весьма у Мандерлини атакующий состав. Достаточно большое количество игроков, нацеленных на действия именно в атакующей линии. Ну вот Итурбе 2 уже забил в этом сезоне. Тони 3. Жоржиньо 5. То есть вот она, группа атаки, и как она прекрасно себя проявляет, забивают почти все. Причем 2 совсем молодых футболиста, ну и один очень-очень опытный Лука Тони.
Очень здорово, что Верона вернулась. Лишнее дерби для нас с вами. Ну и вообще Верона — это, конечно, в прямом смысле слова история итальянского футбола. История запечатлена на гербе клуба и на девизе этого клуба, который сохранил в своем названии и в надписи на гербе самое прямое отношение к истории Вероны, к истории города, поскольку вот народное такое название команда, оно имеет самое непосредственное отношение к династии, которая правила Вероной в 13 и 14 и 14 веках. Мастино де ла Скала называется так команда в народе. Де ла Скала — это вот как раз династия, которая в те времена правила Вероной. Так что вот самая непосредственная связь нынешнего времени и средневековья сохранилась в названии этой команды, которая вернулась в серию А. Ну и совсем мне не нравится написание, которое российские коллеги предложили в русскоязычных СМИ. Хелос Верона. Никакой, конечно, не Хелос, и Хелоса никогда не был в помине, потому что буква Акка по-итальянски не читается, исключительно Элос Верона. Никакого Хелоса там быть не может, иначе все это созвучно со словом hell английским, да, который обозначает ад, каду. Все это не имеет вообще никакого отношения. Так что давайте называть на итальянский лад, чтобы было более благозвучно. В хорошем темпе Интер начинает эту встречу. Верона обороняется. Все как обычно. Ну и определенный энтузиазм существует на трибунах. Все в ожидании, что же будет дальше. И не только в этом матче, а вообще с Интером. И здесь мнение неоднозначно. Но давайте к этому вернемся чуть позже. Я думаю, время у нас еще будет. А пока зарабатывает угловой Интер после прохода Нагатому. Мяч уходит за пределы поля. И мяч Камбьясо, наверное, будет подавать в штрафную площадь. Один из самых опытных игроков, Рафаэль, бразилец в составе Верона, уже давно в этом клубе, несколько лет. Один из лидеров. Удар в лед и 1-0. Очень быстрый гол забивает Интер. И, конечно, слишком легко все это далось хозяевам поля. Ну вот, хвалили Верону, не мы. Джонатан открывает счет. Никто почему-то не держит Джонатана. Так много народу в штрафной площади. Ну и видите, спасибо, президент. Мы всегда с тобой. Это как бы главный подтекст сегодняшнего матча. Но просто пока давайте футбол посмотрим. Об остальном поговорим потом. Рикошет в пользу Джонатана. Джонатан вообще бил в угловой флаг. Но ему так повезло, что видите, куда мяч летел. Куда он летел, обратно летел. Человеку, который выполнял подачу. Но рикошетом от группы игроков в районе 11-метровый мяч срикошетил в ворота Рафаэля. И таким образом Интер уже на 10-й минуте выходит вперед в этом матче. 1-0. Да, ну и Верона, чем она еще интересна для итальянского футбола и чем приятно ее присутствие, возвращение в серию А, тем, что это одна из двух команд в современной истории, не в далекие там 40-е годы или в начале там 30-х, когда чемпионом из года в год становилась команда Про Верчелли. А в современной истории Верона одна из двух команд наряду с Кальяри, которая помимо грандов выигрывала чемпионат Италии. Дело было в 80-е годы. И, конечно, вот такой успех. Событие неординарное. И его, конечно, Италия помнит. Так что Верона команда особенная для итальянского футбола. Гуарин с мячом в очень хорошем настроении. Интер играет. Возможно, это связано и с новостями относительно Массимо Моратти и его будущего в Интере. По крайней мере, с настроем у Интера все в полном порядке. Сегодня в очень хорошем настроении, с хорошим движением начала команда хозяев поля этот матч. И еще один угловой Эстебан Камбьясо выполняет подачу.
Опасный голевой момент. И сейчас должно быть 2-0. Да. Интер собирается Верону просто буквально разорвать на части. И забудем о турнирной таблице. Я в самом начале репортажа сказал, что всерьез это все воспринимать не стоит. Я имею в виду 4-е место Вероны. Надо подождать до конца первого круга. Я вас уверяю, что все встанет на свои места. Они, конечно, не в зоне вылета. Верона вернется. Не хотелось бы ей этого желать. Пускай себе играют. Команда с такими традициями итальянской серии А нужна. Но 4-е место это слишком. Очень хороший настрой, очень хорошее начало. Фредди Гуарин пробивает защитников. Игры рукой здесь не было. И счет становится 2-0 уже на 12-й минуте. Верона такая веселая команда. Она практически никогда не играет на 0. По крайней мере, в этом сезоне на 0 Верона сыграла лишь один матч с командой Сассуоло. Той самой, которую не сумел обыграть Бенитес. Это единственный матч в сезоне, который команда Верона в чемпионате сыграла на 0. Они еще на кубок сыграли с Палермо на 0. Но Палермо это уже команда серии Б, поэтому не очень это все считается. Стало быть, можно ожидать и дальнейшего развития голевых событий. Верховая команда. Последние, да все матчи, вот начиная после Сассуоло, вернее так скажем, за исключением матча со Сассуоло, все верховые. У Вероны 3 и больше забитых мяча в игре. Последний вид поединка по 5 голов забивалось в матчах с участием этой команды. Ну пока, если что-то будет залетать, то в левые от нас с вами ворот. Туда уже 2 залетело, и Интер не собирается останавливаться. Паласио с мячом. Альварес. Одной из ключевых фигур, как мы видим, у Мацари становится Ковачич. Ну, у Ковачича и у Стромачони выходил во второй части сезона регулярно. Ну и то, что сербу 10-й номер, хорвату 10-й номер вручили, это, в общем, нам говорит о том, что в него верит и рассчитывает на него как на ключевого игрока. Всего лишь 19 лет Матео Ковачичу, и уже вот такая на него лидерская нагрузка выпадает. Пока ничего не дает Интер сделать своему сопернику. И Лука Тони лишь виден своими габаритами на футбольном поле. Мяча. Знаменитый бомбардир. Знаменитый, потому что он по-прежнему единственный из действующих футболистов, которому, да и не только из действующих, которому удалось впервые я все время эту историю повторяю, потому что не могу не продолжать этому удивляться факту, что Лука Тони пока оказывается единственным нападающим, но неважно, полевым игроком, которому удалось забить больше 30 мячей за сезон в серии А, начиная с 60-х годов. То есть в течение вот почти полувека никому, кроме Тони, не удавалось забить 30 и больше. А Антонио Ди Натали был трижды близок к тому, чтобы вот этот рубеж покорить в 30 голов. Однажды на 29, остановился дважды на 28, но все так вот 30 ни разу не забил. Так что Тони в этом смысле человек, который войдет в историю, когда закончит карьеру. То есть уже в нее вошел. Паласио с мячом. Пока у Вероны совсем ничего не получается, на что можно было бы обратить внимание. А даже не Джонатан забил, а Паласио, по-моему, переправил мяч в ворота. Два быстрых гола.
Интер продолжает атаковать. Ковачич с мячом. Паласио открывается, но между двух передач Паласио не прошла. У Интера отсутствует Милито. Возможно его возвращение к 11-му туру. Компаньяро вот-вот должен вернуться в строй. Футболист, которого Мацари привел с собой из Наполи. Ну и Кристиан Киво еще пару недель пропустит. Ну и Хавьер Санетти, который обещал после тяжелейшей травмы, несмотря на свои 39 лет, вернуться в футбол и играть лучше, чем он играл до тяжелейшей для футболиста, да для любого человека, что там говорить, футболиста, травмы, разрыв ахилла, обещает вернуться, тренируется вовсю и вот-вот уже будет готов помочь Интеру привыкать к новым временам. Попытка Вероны организовать контратаку. Вот что-то может получиться. Рафаэль Мартиньо. Ну, вот Донати еще, пожалуй, игрок, которого можно отнести к футболистам с большим опытом. Все-таки многократный участник Лиги Чемпионов, вызывался в сборную. Перешел в Верону из Палермо, бывший игрок Селтика. Именно с Селтиком в Лиге Чемпионов и играл. Так что два человека, которые знают в Вероне, что такое Лига Чемпионов. Это Лука Тони и Массимо Донати. Ну, пора, наверное, рассказать о том, что происходит с Интером. С Интером произошла продажа. 15 октября официально состоялся юридический переход 70% акций клуба от семьи Марати в пользу индонезийского бизнесмена Тахира, который вот с 12 по 15 ноября будет еще какая-то очередная там бумажная канитель и процедура. Даже уже итальянские газеты объявили время в 10 утра по итальянскому времени, чтобы разница с Индонезией позволила людям там принимать участие, видимо, по скайпу или как там это все происходит, с интернет-конференцию провести для обсуждения уже там каких-то непосредственно управленческих вопросов. Главный вопрос на данный момент в следующем. Останется ли Массимо Марати президентом Интера? Тахир заявил о том, что он предложил Марати остаться президентом клуба, на что Массимо Марати сказал, что он не принял еще окончательного решения, но не исключает того, что останется в качестве руководителя клуба. Сам Тахир в Италию переезжать не собирается, он живет в Индонезии, собирается там жить и дальше, у него там семья. Намеревается, по сообщениям итальянской прессы, Тахир появляться в Милане 4 раза в год, не больше. Но вот насколько он будет вмешиваться в дела клуба, пока это тоже не очень понятно. Мне вообще не очень понятно, как Тахир будет руководить, в какой мере, в какой степени, в каком направлении развивать клуб. Но есть несколько фактов, известных о Тахире, которые, в общем, заставляют задуматься относительно того, насколько его вмешательство будет полезным для Интера, особенно если он будет влезать в футбольное дело. Во-первых, известно, что о нем сказал Марадона. Марадона сказал, Тахир — это человек, который не отличает футбольный мяч от мяча, которым играют в американский футбол. Давайте еще раз посмотрим здесь, кто последний касался. Здесь вот гол Паласио забил, а не Гуарин. Последний мяч коснулся Паласио. Там Джонатан.
Так вот, это первое, что смущает. Второе, что смущает болельщиков Интера, это, опять же, итальянская пресса разузнала и раззвонила об этом на всю Италию. Дело в том, что один из сыновей, у Тахира 4 детей, один из сыновей Тахира фанат, не пугайтесь, болельщики Интера, фанат Ювентуса. Более того, известно, что этот мальчик обклеивает, как я прочитал в итальянской прессе, написано свою машину, но я не думаю, что у 38-летнего человека, или сколько Тахир, 43, по-моему, хотя может быть. Короче говоря, он обклеивает свою, видимо, машину наклейками с игроками Ювентуса, с символикой Ювентуса и так далее. Я думаю, что так в целом ситуация достаточно такая неоднозначная, учитывая уровень противостояния, да, между Интером и Ювентусом. Но, с другой стороны, это не сам Тахир, это кто-то из его детей. Это факт номер 2. Факт номер 3 в пользу Тахира заключается в том, что это первый азиатский бизнесмен, который стал совладельцем, не чистым владельцем, а совладельцем клуба NBA по баскетболу. Дело в том, что Тахир очень любит баскетбол, и он являлся некоторое время президентом Индонезийской федерации баскетбола. Там есть и такая, пусть это не самая сильная сборная в мире, но тем не менее страна большая, густонаселенная, там все виды спорта развиваются, баскетбол в том числе. Так вот, Тахир владелец одного из баскетбольных клубов в стране и некоторое время был президентом федерации. Отметьте это, болельщики Интера, в качестве тоже такого любопытного факта. Так вот, он владелец Филадельфии 76 вместе с Уиллом Смитом и женой Уилла Смита. Определенная доля у Тахира есть, и он официально первый азиат, гражданин азиатской страны, который стал совладельцем американского клуба. Тахир учился в Штатах, долгое время там жил, получил там образование. Вот, собственно, все. Он владелец медиа-империи в Индонезии, много чего у него есть. И куча денег, которые он собирается в Интер инвестировать. И хочет вывести Интер, помимо азиатского рынка, на американский рынок. И считает Тахир, что потенциал у Интера завоевать аудиторию фанатскую, болельческую в Штатах и в Юго-Восточной Азии очень и очень большой. Вот такой вот персонаж. С 12 ноября станет, видите, нам сколько раз, уже 20 раз показали Массимо Моратти, я вам поэтому все вот это и рассказываю. Футбол, собственно, вы видите и без меня. А это гораздо важнее, потому что этот матч закончится и будет здесь поставлена точка, а речь идет о будущем знаменитого клуба, потому что Интер, конечно, это часть вот такого, я бы сказал, мирового футбола. Это не локальная какая-то история. Вот такие дела. С многоточием, потому что никто не скажет, что будет и как вся эта история будет развиваться. Не знаю, насколько хороший вариант Моратти в качестве президента с совершенно уже другим кругом, ну, может быть, кругом полномочий тем же, однако, поскольку деньги-то уже не его и последнее решение не его, тут вопрос, насколько это будет удобно Моратти и насколько он будет свободен в принятии своих решений. Каризо сейчас здорово прочитал атаку Верона, которая почти не появляется у чужих ворот, но он пытается вот что-то сейчас создать в этой атаке. Неплохо контролируя мяч. И даже очень здорово подготавливает эту передачу на Луку Тони. Ну вот, пожалуйста, моментик у ворот Каризо, когда нападающий такого уровня есть в составе соперника, тут любой навес фланга может таить в себе опасность. Да, ну еще забавный факт, смешной, я бы сказал. Тахир назвал своего любимого футболиста. Никогда не угадаете, кто это. Любимого футболиста Интера, не вообще, а Интер. Это экс-футболист Интера. Нет, нет. А правильный ответ Никола Вентула. И над этим очень, конечно, смеялись итальянцы после того, как Тахир эту историю озвучил. Но раскопали, почему Вентула. Потому что оказалось, что девушка Вентула,
наполовину индонезийка, у него мать из Индонезии. Вот, и, по этому вот признаку наличия соотечественницы среди близких Николе Вентале людей Тахир назвал его своим любимым футболистом. Вот такая забавная подробность. Ну, у Вентула, как он сам рассказал журналистам, распух телефон, раскалился просто от СМС, где ему написали, что вот ты, оказывается, какой крутой, оказывается, ты любимый игрок нового хозяина Интера. Ну, вообще, это, конечно, грандиозная история, потому что Италия страна очень закрытая для иностранных инвестиций. Ну, вот пролезли американцы, наши соотечественники, пытались в Рому влезть, не влезли. И в более мелкие клубы, насколько я знаю, пытались, но никого никуда не пустили. И то, что индонезиец попал в топ-клуб, в суперклуб, это, конечно, сенсация и с непредсказуемыми последствиями. Тони пытается играть в стенку, но там вроде бы нарушили правила против бразильца Веронского Рафаэля Мартиньо. Однако свисток не последовал. Тоже же не первый сезон этот полузащитник выступает в Италии. Поиграл за Чезену, за Катанию и второй год выступает в составе Верона. В прошлом году очень результативно действовал для полузащитников серии Б. Качеторе тем временем получает желтую карточку и 10 мячей Мартиньо забил в серии Б. Ханданович сегодня матч пропускает из-за дисквалификации. Именно поэтому Карису в воротах. С травмированным я вам все доложу. Два быстрых гола успокоили игру. Всем понятно, что вряд ли такой матч можно отпустить. И все-таки уровень исполнителей у Интера на порядок выше, чтобы ожидать каких-то сенсаций. Разночтение есть определенное. Вот онлайн-газета «Дело Спорт» записал мяч первый на Мороса, автогол. Для Паласио это важно, потому что либо шестой у него мяч, он тогда приближается к Росси, либо остается с 5 голами чуть ниже. Альварес сейчас едва не сделал голевую передачу, но успел в последний момент защитник встать на пути мяча. А еще любопытно, что у Тахира есть брат, которого зовут Гарибальди. Фамилия, как вы понимаете, для Италии знаковая, потому что это национальный герой. Удар по воротам. И Джонатан в стиле Майкона сыграл. Ну, интересно, если Санетти будет готов и наберет форму, отвоюет ли он место в стартовом составе Джонатана. И вообще, как будут складываться отношения у Мацари с сенатором Интера. Именно так уважительно величает в Италии знаковых, ключевых, харизматичных игроков. Лаванда еще один футболист, который привел с собой из Наполи Мацари. Это Карису сильным ударом отправляет мяч туда, к чужой штрафной площади. И что-то там сделано неправильно. Нарушение правил. Донати пас вперед. Паласио сохранил мяч Интер.
случайно, но сохранил Гуарин приближается к штрафной. Гуарин здорово вне игры. Жалко, что у Паласио. Эх, Фредди-то все сделал здорово. Мы, помните, в прошлом с вами сезоне говорили о том, что Гуарину, конечно, тяжеловато играть в той позиции 10-го номера, на которого постепенно отрежал Стромачони. Но тихонечку Фредди, по-моему, с этой ролью, ну, не то чтобы свыкается, но здесь, видите, он все-таки глубже играет. Вот когда он из глубины подключается, ему комфортнее. Все-таки 10-й номер Ковачич, и он на этой позиции органично смотрит. Смотрится это опасно. И 2-1. Верона сокращает разрыв в счете, делая эту игру осмысленной. Вот вам и Мартиньо. Смотрите, какая левая ножка у него хорошая. И не первый раз уже бразилец. Совершенно белый, причем бразилец, что, согласитесь, большая редкость. Белый бразильский футболист, таких не очень, прям скажем, много. Очень даже неплохо смотрится. Классно сыграл сейчас. И положил мяч в угол. 2-1. Ну, хорошо, что мы успели закрыть тему с Тахиром. Можно сосредоточиться на футболе. Сейчас игра пойдет интересно. Ну, это номера, это борьба с голодом. Итальянцы любят проводить вот такого рода акции на футболе. То, что видели, значок на Мацари, на пиджаке. Сбор средств. Камбьясон. Это слишком сильно мяч в вратарю прилетел. Вновь Мартиньо слишком высоко поднял мяч и над головой Лукитони мяч просвистел. 35-я минута идет первого тайма. 2-1. Интер выигрывает. Хороший гол забила Верона. Ну, лишний раз мы с вами убеждаемся в том, что в Италии за очень редким исключением не бывает совсем пустых команд. И тактически подготовлены здесь все очень здорово. Даже те, кто вот не имеет ни бюджета, ни возможности подписывать сильных игроков. Ну, потому что Донати и Тони — это свободные агенты с не самой большой, прямо скажем, зарплатой, учитывая их возраст и все такое. Но видно, что команда очень хорошо обучена и без ляпов играет, готова оказывать серьезное сопротивление любому сопернику. То, что вначале вот так все для Вероны плохо сложилось, это заслуга Мацари, его команды, потому что Интер просто-напросто Верону смял. Но дальше интересно. Успокоился, мне кажется, Интер немного, слишком рано, решив, что все уже ясно. А Верона, наоборот, прибавляет. Странная какая-то идея у Роланда относительно того, как надо развивать атаку. Верона симпатичный, сам Мацари, он подпрыгивает аж там на границе технической зоны.
недовольны тем, как выпустила его команда абсолютно все нити игры. Интер странно играет. Интер то сыграет в ничью дома с Ювентусом, то 7-0 обыграет Сассуоло после ее, соответственно, ничьи с Наполи. С трудом обыгрывает Фиорентину, потом теряет очки с Кальяри. 3 матча подряд, между прочим, Интер не выиграл. Продув Роме, действительно, продув, иначе не скажешь. Ну и в последнем туре 3-3 с Торино. Интер сыграл тоже команду, которая звезд особо с неба не хватает. В общем, очков уже достаточно Мацари растерял. И это не тот случай, когда тренеру дается время на строительство команды, потому что Мацари пригласили выигрывать титулы, то, чего не смог сделать Стромачевич. Хуже, чем Интер в прошлом году выступил, что выступить нельзя вообще в принципе. Поэтому любой результат Мацари будет лучше, чем Стромачони. Но не с прошлогодним результатом нужно сравнивать, а сравнивать с Мауриньо и с победой в Кубке Чемпионов. Именно поэтому, кстати, на трибунах баннеры. Удар на готовом, мяч в штангу попадает Паласио и из вне игры Камбьясо забивает. Но это по моему мнению из вне игры, а по мнению судьи правильный гол 3-1. Кто такой Иван, я не знаю. Но что-то ему хорошего желает. Вперед, Иван, написано. Может быть, сын. В Латинской Америке любят нельзя. А может, вот это Иван и есть. Дайте смотреть. Здесь все правильно. Здесь все правильно. И здесь все правильно. Не было вне игры. Все по делу. Камбьясо он делает счет 3-1. Вот так вот Интер, когда включается, дожимает, доигрывает в каждом эпизоде. Это смотрится, конечно, внушительно. Да, и возвращаясь, конечно, Мацари взяли для того, чтобы вернуть Интер на вот эти вот лидирующие позиции. Да, Марати, конечно, как ему могут быть болельщики неблагодарны, когда он спустя столько лет повторил успех своего отца, который принес Интеру Кубок Чемпионов, тогда еще старого формата, спустя очень много лет, почти 50, ну, да, почти 50. Марати-младший, благодаря Жозе Мауриньо, выиграл для Интера уже Лигу Чемпионов. Пас налево. Частенько вот своего этого бразильца 6-го номера использует Верона. Хорошее впечатление оставляет. Заканчивается первый тайм, 5 минут до перерыва. Ну, смотрите, опять вверх сыграл Верона. 4 мяча забит только в первом тайме. Гуарин пробьет. Еще атака Интера. И симпатично смотрится команда Мацари. Такая живая вполне. Живая и не такая бестолковая, как при Стромачоне.
порядке, конечно, больше. Паласио ошибается, пожалуй, что Верона вот сейчас редкий случай. Рафаэль зря выскочил так далеко из ворот. Паласио. Угловой зарабатывает Интер. Вновь Камбьясо. Подача. Раноке почти удалось выиграть борьбу. Ковачич. Ковачич, кстати, наименее заметен, согласитесь, из группы атаки. Как-то вот мимо него в основном проходит то, что у Интера получается. Много касаний. И правильно, молодец судья. Сам виноват игрок Вероны. Заигрался. Надо было быстрее избавляться от мяча. Альварес. Ах, здорово. Красивый финт Паласио. Паласио слишком сильно высоко навесил. Там Ковачич мог бы пробить по мячу, если пониже не полетел. Тони. Корпус поставил. И мяч сохранить не сумел. Подача. Все спокойно в защите у Интера. Ранокиш из головы уверенно сыграл. И Карис. Ну и все, пожалуй, хватит для первого тайма. 4 забитых мяча. Хорошая, веселая вполне игра. На Сан-Сиро 3-1. Интер выигрывает у Вероны. Ну, я думаю, что голы после перерыва еще будут. Вряд ли командам надоест после перерыва играть вот так, как они играли до перерыва. Потом у Интера все-таки хороший стимул. Коль уж официально объявлено. Все вот было в последние дни относительно смены власти в клубе. В общем, благодарность президенту Моратти за сделанное за эти годы. Больше миллиарда, только вдумайтесь, инвестировал Массимо Моратти. Что-то он, конечно, заработал, но вот сумма расходов, она превышает €1 миллиард. Это абсолютно точно известный медицинский факт. Встретимся после перерыва.
Возвращаемся на Сан-Сиро и смотрим второй тайм матча, который в первом тайме складывался вполне увлекательно. 4 забитых мяча мы увидели. 3-1 Интер обыгрывает Верону, которая к этому матчу подошла даже выше, находясь в турнирной таблице, нежели чем миланский клуб. Но, как показала эта встреча, в общем, тут ясно, что исполнители в одной команде явно сильнее, чем в другой. И тем более вот с таким настроем, с которым Интер вышел на эту встречу, справиться, вернувшейся после длительного перерыва команде в серии А, было сложно. Несмотря на наличие в составе Луки Тони, который имел возможность отличиться. Хороший пас он получил с фланга в одном из эпизодов, но в ворота не попал. Естественно, Мацари своего помощника из Наполи привел и в Интер. Так что эта парочка хорошо знакомая по Неаполю. В кадре появляется периодически и в трансляциях матчей с участием новой их команды. Давайте напомню вам составы, в которых играют Интер и Верона. Карисо в воротах Интера, Роландо 35-й, Раноки 23-й, Хуан 5-й, Джонатан 2-й, Гуарин 13-й, Камбьясу 19-й, Ковачич 10-й, Нагатома 55-й, Альварес 11-й, Паласио 8-й. Рафаэль в воротах Вероны, Качеторо 29-й, Морос 18-й, Майетта 22-й, Агустини 33-й, Ромуло 2-й, Донати 5-й, Жоржиньо 19-й, Итурби 15-й, Тони 9-й, Мартиньо 6-й. Понравился очень вот этот вот Мартиньо, левый полузащитник Вероны. А Итурби и Жоржиньо пока, ну вот в первом тайме, по крайней мере, ничем себя особенно не проявили. 15-й номер у Итурби и 19-й у Жоржиньо, который уже успел 5 мячей забить в предыдущих матчах. 8. То есть показав очень высокую результативность. Гуарин разгоняет атаку своей команды очень неплохо. И слева у него есть Гуарин. Молодчик как. Ну сам уж решай тогда. Здорово! Хорош, Фредди. А что, растет Фредди Гуарин. Прибавляет. Потенциал, конечно, у него очень большой. В Порту уже зарекомендовал он себя как игрок, квалифицированный в прошлом сезоне в Интере. В общем, был виден прогресс, но сейчас он действительно становится одним из ключевых футболистов. Тони. Гуарин. И вновь Гуарин. Он, пожалуй, лучше по сегодняшнему матчу. Гуарин. Ковачич, вот, который располагается выше него, на его фоне совсем потерялся. Джонатан. Камбьясо. Альварес.
Альварес. Неплохо играет очень даже Интер во втором тайме. Гварин. Смотрите, с какой сложной ситуации вылез прямо таким молодцом Альварес. И товарищи тоже почувствовали, что у Фредди Гварина игра пошла. Нагружают его все время мячами. И колумбиец с удовольствием включается практически в каждый игровой эпизод. Нельзя назвать его молодым человеком, молодым футболистом. Все-таки Гварину уже 27. Но сейчас самый такой возраст, когда можно выйти уже на самый высокий уровень своей игры, как раз подходящее для этого время. Тем более, что по большому счету игроком основного состава, так полноценным в своей команде, Гварин стал только в прошлом сезоне, как раз при Стормачоне. И сейчас второй сезон подряд, когда Гварин играет ключевую роль в команде. Потому что в Порту все-таки он не всегда был игроком основного состава. Какой-то сезон он из-за травм получил, а в предыдущий, в общем, не сказать, что он регулярно выходил в основе. Так, периодически выходил, отнюдь не был там незаменимым и ключевым игроком. Веронские болельщики напомнили о себе, но им ехать совсем недалеко от Милана до Вероны по прямой дороге. Можно добраться очень даже быстро и легко, так что выезд, наверное, достаточно приличный. Тем более, что соскучились, конечно, болельщики этого клуба по серьезным и большим выездам. Лет не играли в серии А. Веронцы. Так что, конечно, подзабыто это ощущение. Гварин. Все никак он не пройдет дальний удар. Нет, это уже сильно после свистка. Даже можно желтую карточку получить за это, потому что не так шумно на стадионе. Это не сегодняшняя классика с 98 тысячами, да, чуть-чуть, может быть, и был в офсайде. Но жалко, конечно, когда вот такие атаки срывают. Здесь, мне кажется, ну, поскольку четко же не определишь на одной линии или там, локтем вперед, частью тела вперед Паласио забрался, оценить, наградить, я бы сказал, атакующую команду за такой пас классный, который выполнил Камбьясо, вполне можно было бы, я думаю, на суде никто бы не рассердился. Жаль. Передача Камбьясо была изумительно исполнена.
По-моему, здесь Тони. Видно, что в положении вне игры. Донати отправляется отдыхать. Этого мы хорошо знаем. Донадель играл в разных командах. Марко Донадель, в Фиорентине в частности. Странно, что такой опытный футболист сидит в запасе. Если не ошибаюсь, даже капитаном был Фиорентина в некоторое время, потому что он там долго-долго играл. Несколько лет. Гуарин опять лезет в штрафную площадь. А вот Донадель самый титулованный игрок в составе Вероны, потому что он участник Олимпиады и бронзовый медалист Афинской Олимпиады. А также чемпион среди молодежных команд. Опасный момент. И счет становится 4-1. На добивание Роланда. Хоккейный гол. Забивает, вбегая буквально с мячом в сетку ворот Рафаэля. И доволен Вальтер Мацари. Сегодня надо было провести эту встречу с хорошим настроением, потому что Тахир, который, собственно, вот растиражировал все эти фразы, он сообщил, что не собирается влезать там активно в футбольную деятельность, и что ему очень нравится Мацари, что он с огромным уважением к нему относится, и что ему очень нравится футбол, в который играет Мацари. Вот, поэтому я думаю, что сегодня, после вот этих слов, конечно, было желание у главного тренера Интера и у его команды показать Тахиру, который смотрит в Индонезии все трансляции, не знаю, сейчас который час в Индонезии, там сколько разницы, часов 8, 7 или 8 утра, но Тахир шутил, что он смотрит все матчи, но только без звука, потому что у него семья в этот момент спит, соответственно, видимо, я не знаю, с Индонезией сколько, часов 6, наверное, разница с Москвой. Если у нас сейчас полночь, там, наверное, где-то 5-6 утра. Вот, так что новый владелец клуба смотрит все трансляции и, конечно, с удовольствием наблюдает, как его новая команда и очередной спортивный клуб, которым он владеет, добивается вот такой крупной победы над командой, которая очень неплохо начала чемпионат. Но я думаю, что с Вероной более-менее все ясно, потому что когда она попадает на действительно серьезного и по-настоящему мотивированного соперника, тут, конечно, в общем, разница в классе и отсутствие исполнителей, которые способны решать серьезные задачи в серии А, они не могут не бросаться в глаза. В конце концов, Верона пока играла, кроме Ювентуса, которому Верона проиграла, Верона играла с командами соседними по турнирной таблице, то есть командами, которые не ставят перед собой задачу, ну, например, попасть в Еврокубки. Это Болонья, который едва не вылетел, это Ливорно, который вернулся, это Парма, Торино, вот такие вот команды. Ювентусу проиграли, Роме проиграли, но Сассуоло, конечно, это великая победа. Так что просто Верона еще пока, по сути дела, не играла, кроме Ювентуса, ни с какими Роме серьезными соперниками. Ну, пожалуйста, как-то и в последних матчах не играл. Так что высокое, вот такое слишком высокое место Верона, сейчас повторяю, переоценивать не стоит. 4-1. Интер уверенно выигрывает, и я думаю, голы еще будут, потому что целых полчаса с лишним игрового времени. А что Интеру бросать играть? Болельщики довольны, на трибунах отличное у всех настроение. Тахир смотрит во все глаза. Большую паузу взяли хозяева поля. Календарь ближайших матчей у Интера не очень сложный. Выезд в Бергамо, потом игра с Удинезе, потом дома с Ливорно, потом выезд в Болонью. Никаких больших матчей в ближайшее время не ожидается.
какой сейчас мог быть красивый гол, но в разобранном состоянии Верона в защите. Что хотят, интеристы делают. И, конечно, по итогам этого матча у наставника Верона будет много поводов поговорить со своей командой и разобрать многочисленные ошибки в защите. Практически каждый подход к воротам Вероны заканчивается опасным моментом. Ну или голом. Уже 4 за час наколотили интеристы. Интер становится самой результативной командой серии А. Сейчас на данный момент Интер Рому обошел. 23 забитых мяча у команды Мацари, Рома 22. Вот теперь и Верона вспомнил о том, что у Интера в защите тоже не самая выдающаяся обстановка. Лука Тони сейчас опасно бил, требует угловой. Здесь мяч никто не трогает. Соперник удар от ворот. Надель. Гварин сегодня без устали пашет. Замена. Кузманович ходит на поле. Вместо Камбьяса. О как, Раноки капитаном тут стал. Видимо, по количеству времени, проведенного в Интере, Раноки вот в этом составе ветерана. Любопытно. Ну, действительно, да. 4-й сезон в команде, соответственно, поскольку, видимо, в Интере повязка достается тому, кто больше матчей провел, ну, кто дали, кто ветеранисти. Вот в этом составе действительно, как это не забавно, Раноки. Ну, на самом деле, из тех, кто не в составе, а поопытнее, только Вальтер Самуэль. Вот так потихонечку Интер прошел смену поколения, между прочим. Из старой гвардии остались только Милито, вот Санетти вернется. Да Самуэль. Все остальные потихоньку разошлись, закончили. Вот такие люди, типа Станковича. Паласио овацию схватывает. И Алжир сбил футбол вместо него.
Станкович, кстати, буквально на днях закончил свою карьеру. Он провел последний свой матч за сборную Сербии против Японии. И все. С футболом завязал. Хотя, в общем-то, не такой он и старый. 78-го года. Ну, хотя, да, 35. Скомканно у него получилась концовка в Интере. Мне кажется, мог бы еще пользу принести больше команде, в которой почти 10 лет оттрубил. Вообще редкий случай, когда игрок в зарубежной карьере всего в 2 клубах играл, начал в Цервене Звезде, а продолжил в Лацио, закончил в Интере. Всего 3 клуба, 2 из которых зарубежные, из одной страны. К тому же мало таких футболистов, которые редко меняют клубы. А играть еще и играть, кстати говоря, еще не вечер. Гол другой, я думаю, мы еще увидим. Еще раз видим гол в исполнении Роланда. И на поле еще один нападающий. Интересно, вышел. Обычно обратная история происходит, когда из страны, ну, скажем так, менее развитый в футбольном плане футболист заигрывается за другую команду. Белфадил в обратном направлении проследовал. Он вообще француз, родился во Франции и выступал на всех уровнях за сборную Франции кругом, начиная там с 17-летнего возраста до молодежной сборной. Но он воспользовался как раз тем правом, которым воспользуется, я надеюсь, Ладыгин. Правом один раз в карьере сменить сборную, но речь идет о смене после молодежной, если взрослую команду нельзя менять, ее можно выбрать один раз. Но вот из молодежки одной перейти в национальную сборную другой страны по правилам ФИФА возможно. И вот он воспользовался этим правом и, отыграв за разные сборные Франции почти там 30 матчей, принял предложение Алжира и является игроком национальной сборной Алжира. Ну, не знаю, может быть, он считает, что во Франции папа не прошел конкуренцию. Странно. Вообще совсем еще молодой футболист, он 92-го года рождения. Мне кажется, что сейчас не 98-й год, где действительно выиграть конкуренцию тех футболистов было сложно. Сейчас, мне кажется, вполне мог бы он претендовать на место в сборной Франции. Но, в общем, свой выбор он сделал и является игроком сборной Алжира. Воспитанник Лионской школы, Олимпика из Лиона.
Интер на 4-е место временно выбирается. Временно, потому что... да нет, уже не временно, потому что команда, которая ниже располагается в таблице, они в лучшем случае догонят. Интер это может сделать Фиорентина, если выиграет свой матч в гостях у Киева. Подача. Хорошо справились с Лук и Тони в целом защитники. Много мячей у него выиграли. Верона сохранит место в верхней части таблицы, но у Верона другие задачи. Верона все-таки думает над тем, как собирать дальше вот так же успешно очки с командами, которые будут, видимо, к концу сезона находиться поблизости. У Верона подходящий график. Сейчас после этого вот матча. Молодцы, видите, второй забили. Интер такая вот команда, да, то есть она в атаке хороша, с настроением играет, но в защите, в общем, определенный бардак присутствует. Из ничего сейчас возник гол. Ромула забивает 4-2. Многовато Интер пропускает. Пора бы начать уже играть на 0. В защите последний матч на 0 был сыгран с Сассуоло. А так вообще в последних матчах 5 штук уже получил Интер. Да как, давайте не так считать. В последних 3 матчах Интер пропустил уже 8 мячей. Это, конечно, не дело. Донадель. Альварес. Ну, кстати, вот здесь мог вполне удар получиться приличный. В сегодняшнем матче Интер сыграл по принципу «сами играем и другим даем». Ну, смотреть, по крайней мере, интересно. И все-таки, вот, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, вот по сравнению с командой Стромачони, вот здесь все-таки запас прочности чувствуется. Потому что вот когда под руководством Стромачони Интер вот так играл, здесь вот всегда закрадывалось подозрение. А как сейчас будет 4-4? Вот здесь, ну, ни секунды, я не сомневаюсь, что Интер этот матч выиграет, даже если там случайно Верон там 3-й забьет. Я даже думаю, что Интер скорее 5-й забьет, нежели чем Верона 3-й. А вот у Интера прошлогоднего вот мандража было больше. Который все-таки насколько вот роли тренера, насколько команда отражает частенько вот то настроение, которое... в котором пребывает наставник команды. Вот то, что на лице у него написано. Вспомните Стромачони, как правило, растерянным, не понимающим вообще, куда он попал выражением лица. Пока не вошел в игру алжирец, которого частенько сравнивают с Каримом Бензема. Но действительно по фактуре они где-то похожи на него. Вот Верона побежала в атаку. Напрасно. Это разминка для вратаря. Вот если бы попытался Итурби пас сделать в правую зону.
Четверть часа еще этого вполне увлекательного матча. 6 голов. Что-то еще забьют, мне кажется. По крайней мере, останавливаться не собираются ни тем, ни другим. Верона нащупывает что-то на чужой половине поля. Донадель налево. Хороший этот полузащитник. Я думаю, у него есть все шансы претендовать на переход в что-то более приличное. Ну, я ничего не хочу сказать про Верону, но я имею в виду на более хорошую зарплату отправиться в какой-нибудь нормальный компас. Какой классный сейчас. И Тони, молодчик, в своем репертуаре. Тони вот всегда отличался удивительным умением, будучи двухметрового роста, вот такой детиной, на котором бревна можно таскать. Он ухитряется, вот как Ибрагимович, да, сложнейшие трюки выделывать, при том, что в отличие от Ибрагимовича Тони никогда восточными единоборствами не занимался и по определению не может размахивать ногами, так как это делает швед. Но вот сейчас какой сложный мяч, как тонко сыграл Лука Тони. Жалко, что судья отменил гол. Судья все-таки вот этот вот, ну, не футбол, он не любит футбол. Ну зачем такой пас Камбьясу? Ну ладно, чуть-чуть вне игры, но ошибись ты в конце концов. Жалко, что ли. Ну или в обратную сторону. Ну подтолкнул чуть-чуть Тони. Ну дай ребятам порадоваться. Такой гол красивый забили. Такой матч хороший, открытый, без какого-то нерва. В одно удовольствие для болельщиков. Смотреть такую игру, ну и зачем придираться прям ко всем вот непременно ситуациям, где нет очевидного нарушения правил. Ну, давайте допустим, что Верона растерялась просто-напросто на Сан-Сиро, потому что вот эти ребята в большинстве своем, ну, кроме Донадели и Тони, на этом стадионе вообще просто не играли. Аудитория сегодня вполне пристойная на матче. Может быть, это веронцев в какой-то степени смутил. Ну, Интер хорош был очень в атаке. Настойчив, агрессивен по-хорошему. Игры. Ковачич. Сегодня команда сыграла хорошо, поэтому всем аплодисменты. Но мне кажется, Ковачич на фоне того же Гварина потерялся. Без нарушения правил отобран мяч. Доходил. Все разумно.
Ну и там очень активно открывается еще один вышедший на замену игрок Тайдер. Еще один алжирец. С точно такой же историей, как и Белфодил. Родился во Франции, играл за молодежки французские, юношеские, но потом принял приглашение на сборную Алжира. Интересно, появится ли индонезийский футболист в составе Интера. В Индонезии, конечно, с футболом не все хорошо, потому что климат абсолютно неподходящий для того, чтобы 90 минут вот так интенсивно бегать. Это, собственно, главная проблема. В Азии очень любят футбол. Я вот сколько раз бывал в юго-восточных, в странах Юго-Восточной Азии, в Таиланде, там, например, там помешаны люди на футболе. В какой-то дыре на каком-нибудь острове Самуи, там все продавцы в ларьках одеты в майки клубов английской премьер-лиги и, кстати, итальянские тоже. Вот. А теперь в Индонезии, наверное, еще больше бум будет по этому поводу. Но они в футбол не играют, потому что там такая влажность и такая духота, что просто физически невозможно. И круглый год самое главное, что физически невозможно в такую игру играть. Ну, какие-то клубы есть. Кстати, вот этот Тахир, он владеет индонезийским футбольным клубом. Ну, глядишь, какой-нибудь индонезийцы отправят на стажировку. Опасно. Ну, едва не получился хороший удар. Качаторе уходит. И вместо него Хуанито Гомес. Это из Аргентины футболист. Донадель. Ох, Тони! Он умеет все-таки. Но его контролировал сейчас Роландо, поэтому более точный удар по воротам нанести было сложно. Белфодил. Раноки.
юный, ну как юный, 25 уже. Молодой капитан Интера. Отобрали мяч у алжирца. Статистика говорит о том, что Интер тоже ошибок сегодня порядочно допустил. Карису молодец, успел сохранить мяч в поле. Ну а в целом, с поправкой на то, что Верона, конечно, в защите сыграл сегодня плохо, с большим количеством ошибок. Ну, возможно, растерявшись от его нахождения впервые, ну, по крайней мере, вот этой команды на Сан-Сиро. В принципе, команда все-таки вполне организованная, не пугливая, с характером все-таки, раз так все плохо пошло, может было бы опустить руки. Нет, играли в атаку до последнего, и 2 забили, могли еще забить. В общем, я думаю, что эта команда будет достойно выглядеть, стараться, по крайней мере, на фоне всех топов, всех грандов. Ну, а с командами, которые будут бороться за выживание, пока Верона смотрится даже предпочтительнее. Посмотрим, что будет дальше. Ну что, удастся Интеру довести эту атаку до удара? Довели. Добивание? Нет. Ответ Вероны. Ну зачем же так обижать? Молодой человек старался, бежал вперед. Вышедший на замену игрок Верона его раз прихватили, встретили корпусом. Последний минут сейчас пойдет тайма. Меняются местами в таблице Интер и Верона. Интер на 4-е место перебирается и на 1 очко всего будет отставать от Ювентуса. Верона на 5-й позиции. Фиорентина свой матч играет завтра на выезде, опять-таки в Вероне. Это уникальный случай для Европы, когда в одном маленьком городе 2 команды высшего дивизиона. Это даже круче, чем Краснодар, потому что Краснодар огромный город по сравнению с Вероной. Но уникальная ситуация в том, что команда Киева представляет даже не город, а район. Маленький район маленького города. Ну вот, Киев — это замечательный пример того, как при грамотном менеджменте и при условии, что владельцы клуба действительно очень любят футбол, можно с минимальными инвестициями существовать вполне себе уверенно на протяжении долгих лет в высшем дивизионе очень сильного и сложного чемпионата. Потому что в отличие от Верона, конечно, клуб номер 1 в городе, и за Киева болеют работники фабрики, которой команда принадлежит. И, может быть, кто-то еще есть там окрестных жителей, которые по каким-то причинам не оказались болельщиками Верона.
Голы Гварины издали после сильных ударов, наверное, еще впереди. Сегодня ему такой мяч пока забить не удалось. Нагатомо. Альварес. Ну, не успокаивается команда. Видите, даже в конце встречи еще кто-то кому-то прыгает в ноги. И Турби зачем-то взял и прыгнул Тайдеру сзади. В центре поля в ноги. Эта ситуация совершенно была не требующая никакого вмешательства со стороны аргентинца. Ничего опасного. Ну что ж, Интер лидер по числу забитых мячей после сегодняшнего матча. Но закончить эту встречу он может пропустить еще один мяч, потому что Верона продолжает атаковать. Пас в штрафную, но сейчас повезло, что Роландо оказался на месте. По пропущенному у Интера ситуация неважная. 11 мячей пропущено, если сравнивать с лидерами. У Наполи всего 6 пропущено, но с Ромой вообще сейчас бессмысленно, чтобы это не было сравнивать, потому что старт, конечно, феноменальный у команды. 8 побед в 8 матчах, 1 пропущенный мяч. Интересно, когда все это закончится и закончится ли. А у нас закончится через 30 секунд. Здесь не будет нарушения правил и никакого пенальти. А без пауз прошла игра. И еще сейчас момент едва не возникает. Джонатан на 9-й минуте счет открыл. Паласио 2-0. Рафаэль Мартини 2-1. Камбьясо 3-1. Роландо 4-1. Ромулу 4-2. Увлекательная игра. Тони, между прочим, у Вероны сделал 2 голевых паса. Ну что ж, я думаю, для игры на Сан-Сиро вполне неплохо для Вероны. Забили 2. А вот еще и красные карточки тут под занавес. Видимо, что-то произошло там за кадром. Но это уже не имеет отношения к делу. Игра закончена. Интер берет 3 очка. Впереди сложная неделя. 2 матча в течение нескольких дней. Так что, в общем, нужно вот это хорошее настроение Интеру переносить теперь в Бергамо, где игра состоится уже в ближайший вторник. Георгий Черданцев вместе с вами смотрел этот вполне увлекательный и веселый, и, самое главное, голевой матч. До свидания.